В эфире информационная программа «Итоги дня». В студии Марфирина Алексеева. Здравствуйте. Озвучу основные темы выпуска. Глава обозначил ряд приоритетных задач на ближайший период. О ключевых темах совещания. В Якутске растет число укушенных клещами. Подробнее о ситуации. В Якутии стартует уникальная парусная экспедиция по следам Великой Северной экспедиции о маршруте. В Якутске продолжается ремонт дороги по улице Хабарова. Подробнее о работах. Школьница из Якутска стала новой юной мисс Россия. Старовойт освобожден от должности министра транспорта. Владимир Путин встретился в Кремле с Андреем Никитиным и предложил ему стать исполняющим обязанности министра транспорта. «Надеюсь, что вы приложите все свои силы, знания, умения, организаторские способности для того, чтобы решать те важнейшие задачи, которые стоят в сфере», — сказал Путин. Указом президента Андрей Никитин назначен исполняющим обязанности министра транспорта России. Темпы роста тарифов ЖКХ замедлятся после 2026 года и составят в среднем 9,8%. В последующие годы темпы роста замедлятся. В 2027 году прогнозируется повышение на 7,9%, в 2028 году на почти 6%. Повышение связано с необходимостью обновления коммунальной инфраструктуры и повышения зарплат работникам отрасли. Глава Якутии Айсен Николаев провел пленарное совещание с руководством правительства и администрации республики, в ходе которого обозначил ряд приоритетных задач на ближайший период. Одним из ключевых вопросов стало обеспечение северного завоза, которое обсуждалось на совещании под председательством президента России. В ходе совещания Айсен Николаев отметил положительное решение правительства России о включении 61 населенного пункта Якутии в перечень территорий, подлежащих обеспечению высокоскоростным интернетом. Айсен Николаев также сообщил о начале реализации второго этапа концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года. Продолжается приемная кампания в профессиональные и высшие учебные заведения. Для участников СВО и членов их семей в вузах предусмотрены квоты на целевые бюджетные места, не менее 10% от количества бюджетных мест. На данный момент, с учетом итогов прошлого учебного года, 1198 участников СВО, членов их семей, детей, которые находятся в статусе студентов. Надеемся, что после того, как вы пройдете вступительные испытания, успешно их пройдете, вы также станете студентами. Продолжается работа общая, чтобы действительно была возможность вернуться в мирную жизнь и создать условия для членов семей в получении образования. В Якутии через суд расторгли договоры аренды лесных участков с компаниями «Вудленд» и «Ангара». Компании не выполнили свои обязательства по лесопожарному обустройству арендуемых участков в установленные законом сроки, обустройству минерализированных полос, установке информационных знаков и другим мероприятиям. Минэкологии подала на них в суд, но даже решение суда не было исполнено. В Якутске растет число укушенных клещами. С начала сезона пострадали 37 человек, что почти в 1,5 раза превышает показатели прошлого года. Это было 22 случая за аналогичный период. Больше всего случаев укусов зарегистрировано в Жатае, вдоль Хатынуряхского шоссе, Вилюйского и Покровского трактов, вблизи Усть-Хатына и на других территориях городского округа. Всем пострадавшим в медицинских учреждениях проведены необходимые лабораторные исследования и вакцинация. Власти города напоминают, что клещи являются переносчиками опасных заболеваний, таких как клещевой энцефалит. В июле в Якутии возьмет старт уникальная парусная экспедиция по следам Великой Северной экспедиции, которая приурочена к 300-летию с начала Великой Северной экспедиции и 500-летию освоения России Северного морского пути. Началась эстафета на родине мореплавателя в датском городе Херсонес, где была взята земля у дома, в котором родился великий мореплаватель. Одним из этапов эстафеты по следам Великой Северной экспедиции станет создание туристического маршрута по историческим местам Якутска, связанным с жизнью Витуса Беринга. Разработкой маршрута займутся школьники из Москвы и Якутска.
В этих пробирках земля с тех мест, где шел великий путешественник Беринг, исследуя непосредственно нашу большую страну. Камчатская экспедиция Беринга стала в целом для республики, как и для России прежде всего, имеет так колоссальное значение, связанное с определением границ как таковой Арктики именно российской зоны. Поэтому сегодня вот здесь собрались те люди, которые, по сути дела, продолжили этот маршрут, воссоздали этот маршрут. И начиная от Дании до Якутска, здесь находится ровно та земля, по которой прошел когда-то Беринг. В столице республики уже несколько дней гремит праздник кино. С 4 июля стартовал Якутский международный кинофестиваль. С его участниками сегодня встретился глава региона Айсен Николаев. Продюсеры, режиссеры и критики поговорили о перспективах продвижения якутского кино, а также обсудили возможности международного сотрудничества в производстве картин. Отмечается, что якутский кинематограф находится на пороге следующего этапа развития – от феномена к целой индустрии. Поэтому поспособствует кинопавильон полного цикла, который планируется ввести в эксплуатацию в 2027 году. Шла речь о строительстве павильона, новый павильон поможет расширить возможности киностудии. То есть там можно будет снимать более масштабные фильмы и просто вывести кинопроизводство на более такой более международный, менее камерный уровень, потому что пока якутское кино не может похвастаться большими проектами. Когда будет павильон, значит, будут и большие проекты. Представители киноотрасли Республики Беларусь посетили кинозалы «Экстра-Сима» в Намском районе. Эти залы открыты в 2022-2024 годах и уже показывают хорошие кассовые сборы. Руководители залов самостоятельно формируют заявки на фильмы, ориентируясь на спрос местных жителей, организуя 2-3 сеанса в неделю. Представители белорусской киноотрасли заинтересовались технологией как надежным средством защиты контента и контроля показов даже в удаленных районах страны. В столице региона продолжается ремонт дороги по улице Хабарова. Подрядная организация ведет работу согласно установленному графику. Какой этап ремонта идет сейчас и когда планируется сдача объекта, смотрите в сюжете Степана Черненко. На улицах Якутска продолжается реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни». В этом году планируется отремонтировать 11 улиц протяженностью 15 километров. Работа кипит и на улице Хабарова. Так работники подрядчика с использованием техники трудятся на участке от улицы Ярославского до проспекта Ленина общей протяженностью 1450 метров. На сегодняшний день ведутся работы по устройству газопровода высокого давления на участке от улицы Ярославского сейчас до проспекта Ленина с пересечением. На данный момент завершены работы по устройству основания дорожной многослойной конструкции на участке от улицы Ярославского до Черяева, укладка газовой сети высокого давления на участке от проспекта Ленина до Черяева и водовыпускной трубы от Ярославского до проспекта Ленина. Ведутся работы по устройству основания и монтажу водоотводных лотков, укладка труб сетей газоснабжения высокого давления на участке перекрестка Ярославского и проспекта Ленина, а также устройство перильных ограждений, основания тротуаров, монтаж бортовых камней и укладка тротуарных плит. Сегодня в рамках контроля работ, выполняемых по линии национального проекта, по линии дорог, посмотрели выполнение и работы на улице Хабарова, на улице Лизы Чайкиной и улице Ленская. Надо отметить, что все работы выполняются согласно календарным планам, обеспечены материалами строительными и трудовыми ресурсами. По словам представителей администрации города, полного перекрытия движения не будет. Работы проводятся поэтапно, по полосам, чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов. Кратковременное закрытие дороги потребуется лишь для монтажа газовых коммуникаций и продлится не более 7 дней. Работы ведутся в графике, отставаний нету. В этом году планируется завершить работы асфальтирования до улицы Черяева. Так как у нас объект трехгодичный, переходной объект, то есть выполняется работа в течение 3 лет. После завершения капитального ремонта улица Хабарова предстанет в обновленном виде. На объекте задействовано 30 сотрудников. Работы ведутся ежедневно. Планируемый срок завершения работ – ноябрь 2027 года. Степан Черненко, Семен Семенов, Якутск.
В Якутске продолжается капитальный ремонт Саха-корейской школы в рамках программы модернизации образовательных учреждений. Подрядная организация «Монтажник» уже выполнила демонтажные работы, уложила плитку на всех этажах, а сейчас рабочие ремонтируют стены, потолки, полы и лестницы. В здании также заменили окна, систему канализации и водоснабжения. Обновили электросети на верхних этажах. Сейчас штукатурят фасад, после здания покрасят. Капитальный ремонт планируется завершить в августе. На данный момент работы выполнены почти на 50%. В рамках капитального ремонта у нас производится ремонт всех классных кабинетов, меняется пол, система отопления, все электросети. В общем, школа полностью обновляется. В этом учебном году общее количество учащихся насчитывает 485 детей. В этом году Саха-корейская школа открывает один первый класс, в общем количестве 25. Выпускников 11 классов в этом году закончило 39 выпускников. Геологи Алроса провели профориентационный день в детском лагере села Орлах Мирнинского района. Специалисты встретились с участниками геологической смены, чтобы рассказать о своей профессии. Подробнее далее. Если погода, дождь пойдет. С ручкой что случится? Она не будет писать. Шариковая ручка геологу не компаньон. В тайгу настоящие профи берут простые карандаши. След от них не размокнет и чернила не потекут. Геологи поделились с подрастающим поколением, воспитанниками лагеря «Орленок», важными советами и, конечно, привезли с собой сокровища – природные камни. Фиолетовый аметист называется. Это, по сути, один и тот же минерал, просто разного цвета. Романтики-геологи считают, любой кристалл интересен, ведь за каждым история. В природе не существует идентичных камней, все различные по форме и цвету. Об этом и не только ребята узнали во время геологической однодневной смены. 109 человек ждал квест с 6 станциями. Кажется, детям понравилось. В Орленке очень круто, здесь эмоции очень разные, бывает и грустно, бывает и весело. На этапе можно было посмотреть, как выглядят камни, минералы. Показывали камни, шкала, Моорса. Почти выучил. Кварц потрогала и обсидиан потрогала. Мне, да, очень интересно было. Я сначала расстроилась, я думала, мы до полдников ККЗ просто будем сидеть с геологами, слушать их. А оказалось наоборот, мы ходим по лагерю и интересные задания выполняем. Перед геологами стояла задача познакомить с профессией, ведь важно готовить будущие кадры для компании. Познакомились с творческой частью жизни геолога, потому что ни для кого не секрет, что геология это романтика, это дым костров, это гитара, это песня. Подобное мероприятие впервые организовали корпоративный университет, Вилюйская ГРЭ и Алроса спецбурение. До конца лета в лагере проведут еще 2 геологические смены. А станет ли кто-нибудь из этих ребят геологом, покажет время. Впереди интересные и полезные знакомства с другими профессиями. Алена Боровкова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край». В Госдуме предложили продлить выплаты для малоимущих семей до 18-летия ребенка. В настоящее время пособие выплачивается только до 17 лет. Глава Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов аргументировал необходимость изменений тем, что по закону ребенком считается лицо до 18 лет. И семьи с низкими доходами нуждаются в поддержке на протяжении всего этого периода. Он выразил уверенность, что расширение сферы действий единого пособия улучшит материальное положение таких семей. Законопроект поддержан депутатами разных фракций. Секрет семейного счастья, проверенный тысячелетиями, раскрыт в Мирном. 9 пар, проживающих вместе более 10 тысяч дней, поделились своей мудростью в окружении цветущего ботанического сада. Подробности далее. Как прожить вместе более 10 тысяч дней и не свести друг друга с ума? Ответ знают вот эти мирнинские пары. В самом цветущем месте города, ботаническом саду, горожане отметили День семьи, любви и верности. Администрация Мирнинского района и «Единая Россия» чествовали 9 пар с внушительным стажем. Скажу честно, по работе я работаю тренером, и супруга мне обновляет постоянно боксерские перчатки, а я ей газовые баллончики. Вот секрет нашего счастья. Но если честно, то это, конечно, доверие, любовь, прощение, ну и, конечно же,
спокойствие в семье, благополучие, финансы, и тогда будет все великолепно. Искать свой секрет счастья Сергею и Марине, которые в этот день сказали друг другу «да», только предстоит. Подарки молодожены получили не только от близких и родных, но и от первых лиц района и города. Узами брака 5 июля связало 3 пары. Я желаю вам пронести чувство любви и уважения друг к другу через всю жизнь. Равняйтесь на людей, которые прожили уже длительное время. Вот. Пусть у вас все получается. Школьница из Якутска стала новой юной мисс Россия. Ученица 5-й школы Арина Аулова победила на престижном фестивале красоты, моды и таланта в категории до 17 лет. Конкурс проходил в Москве. В нем приняли участие 30 начинающих моделей из разных регионов страны. Арина поразила членов жюри своей уверенной походкой, умением позировать и впечатляющим национальным нарядом и якутскими украшениями. Девушка также стала обладательницей гран-при и специальной золотой медали имени знаменитого модельера Вячеслава Зайцева. Это дает право ей представлять Россию на конкурсе «Юная мисс Вселенная». Сначала был у нас спортивный выход, потом национальный, потом вечерний. Подготовка длилась около 2 недель. Учили движения, позы, ну и так далее. Перед самим выходом были волнения, переживания. Я получила золотую медаль от великого модельера Вячеслава Зайцева. Для меня большая честь выступать было за Республику Саха-Якутия. Национальная библиотека Якутии – это не только хранилище книг и газет, но и центр преобразования носителей информации. Будь то бумага, ткань и даже береста. Проходит цифровизация уникальных документов первой четверти XVIII века, обнаруженных в Якутске этим летом. Подробнее далее. В Центре цифровизации Национальной библиотеки Якутии вновь сканируют берестяные грамоты. Это археологические находки текущего лета. Сенсационные артефакты продолжают раскрывать тайны XVIII века. Процесс сканирования археологических находок требует особой осторожности. Каждая грамота – это не просто артефакт, а часть нашей истории. Каждая буква, знак, послание из начала XVIII века. Сотрудник лаборатории цифровки Национальной библиотеки Якутии Игорь Исопов уже 2-й раз участвует в историческом процессе. В прошлом году он отсканировал 11 берестяных грамот, произведших фурор в мире науки. В этом году их пока 3. Чувствую себя причастным к историческому моменту. Большую ответственность. Это у нас планетарный книжный сканер. Он предназначен специально для работы с редкими и ценными документами, такими как вот книжные памятники, например, да, в максимальном разрешении отсканировали сегодня. Археологи в этом году вновь повторили свой успех. Коллекция уникальных грамот, самых поздних и восточных по месту находки, пополнилась еще 3. Эти грамоты представляют собой фрагменты исачной книги и содержат важные записи о налогах и жизни населения того времени. Это порванные страницы исачной книги. Порваны они были специально, сознательно. Мы предполагаем, что это либо черновики, поскольку в Москву документы шли на бумаге. А после того, как они перебеливались и уходили в Москву, черновики уничтожались. В данном случае мы их нашли в развале печи, которая служила для отапливания помещения, где люди вели административную деятельность управленческую. После введения в научный оборот берестяные грамоты в виде цифровых документов будут размещены на сайте Национальной библиотеки. Прошлогодние 11 фрагментов уже есть в электронной коллекции и пользуются огромной популярностью читателей, в особенности исследователей. Скан этих грамот показан в высоком качестве, что очень помогает детально наблюдать каждую цифру, каждую черточку, каждую букву. И потом, я же, получается, студент исторического факультета, а у нас есть предмет кириллица. И, получается, мы переводим это все, читаем, а оно нам помогает больше и детальнее узнать о том, какой был быт, как вели документацию. Цифровизация берестяных грамот – это шаг к сохранению и популяризации истории и культуры нашего региона. Библиотека совместно с учеными продолжает работать над доступностью и открытостью наследия.
Отгремел самый масштабный и долгожданный праздник народов Саха. Исэх-Холонхо в Нерюнгри объединил всех жителей Якутии. На республиканском празднике работал город мастеров, где было представлено декоративно-прикладное искусство разных улусов республики. Мастера демонстрировали резьбу по дереву и изготовление украшений. Подробнее в сюжете коллег. Кузнецы из разных уголков Якутии представили свое мастерство на Исэх-Холонхо. По традиции проводятся республиканские конкурсы мастеров-изготовителей батыя, пальмы, хамуса, варгана и якутского традиционного лука. В целом 30 кузнецов из 10 разных районов республики. Отличием конкурса кузнецов-изготовителей на Исэх-Холонхо 2025 в Нерюнгри стало изготовление северного ножа оленеводов. Изготовленный мастером из Мегино-Кангласского района Степановым Павлом. Он занял второе место этим ножом. Вот такой, видите? Тонкий, клинок сам не широкий, тонкий, да? И спуск идет у него вот так. Кончика вот идет спуск. Это отличие северного ножа от якутского. Также на конкурсе кузнецов впервые определяли лучшего по изготовлению колокольчика кенгелян из оленьего снаряжения. Живя просто в тайге, в стаде, мы всегда делали колокольчики. Ну, правда, не такие. Это вот такие мы первый раз укалывал. Я устал. Все вон в мозолях руки. Просто у нас нигде нету такого материала, как латунь, там бронзы делают. Мы здесь такого не делаем. Ну, что есть под руками, из того делают. Благодаря таким конкурсам кузнецы не только демонстрируют свои умения, но и могут обменяться опытом. Сегодня молодежь проявляет интерес к самобытному занятию. Так, самому молодому участнику конкурса кузнецов 17 лет. Поднабрал себе очень много опыта. Я очень рад, что смог приехать и участвовать в этом Исэх-Холонхо. Я начал заниматься кузнечным делом в 2023 году в учебно-производственном комбинате имени Листикова в кружке «Кузнечное дело». Мой руководителем является Барашков Дмитрий Константинович. Он тоже молодой кузнец, мы с ним работаем. В корнях есть у меня известные, именитые мастера, кузнецы, умельцы есть. Поэтому я думаю, что это привлекло меня в эту ремеслу. Все изделия кузнецов по разным номинациям и критериям прошли испытания перед профессиональным жюри. Победители в каждом направлении были награждены дипломами и денежными призами. Екатерина Павлова, Захар Головин, Нерюнгри. Таким увидели уходящий день наши корреспонденты, а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.